чего говорят. Ну, например, говорят, самая красивая почтальонка в Шатойском районе. Ну, как бы комплименты делают. Почтальонка на каблуках, там, самая высокая. Типа, тебе надо моделью работать, а не почтальоном. Заходите, пожалуйста, к нам дома. Они замечают то, что я одеваю, то, что я обуваю, что я ем, что я не ем. Даже месяц назад они знают, что я одевала, что не одевала. Вот им интересно, какой цвет я перекрасилась, какой помадой я красилась. Им все интересно. Это местная? Да. Полноценной женщиной я себя не чувствую, если у меня нет каблуков. Вообще я не понимаю таких людей, девушек, которые даже подростков, которые ходят там в кроссовках. Как можно ходить в кроссовках? Снашивается быстро, потому что тут камни, тут дорог как бы по асфальту немного я хожу. Я обычно выбираю дороги как бы по переулкам, там, по тропинкам обычно как бы. Поэтому быстро изнашивается. Я не из-за дороги их выбираю, ну, каблуки я ношу не из-за дороги, просто я чувствую себя уверенно. Чем у меня каблук выше, то у меня голову выше поднимаю. Мне было 23 года, когда я ушла от мужа. И я, когда ушла, я пошла сразу работать в кафе. Потом в центре где-то тоже у родственников я устроилась на работу, там тоже я поработала. И потом уже на почту пошла. У нас бывали скандалы всегда. Ну, он меня лупил каждый день. Даже если я от него не получала, я даже была в шоке, почему я не получила. Так для меня это было привычно. За 1,5 месяца у нас до 2000 писем бывает. Я в школу ходила, но учиться я никуда не пошла. Потому что я 9 классов закончила. И в 15 лет я замуж выскочила. Это время было военное, но боялись, что как бы, ну, хотели, чтобы девушка была замужем, чтобы никто не придирался, вот так вот, чтобы кто-то заботился о ней. И я вышла замуж. Я даже сейчас не знаю, почему я вышла замуж, но если бы я в то время рассуждала, как сейчас, я бы до сегодняшнего дня дома сидела. Мое полное имя, фамилия Абдулхажиева Мадина Саламбековна. И мне 36 лет. Я работаю почтальоном. В Шатойском почтамте, да. Маленькая племяшка. А как зовут? Иман. А так Шамсия. Но я ее обожаю, потому что, наверное, она самая маленькая такая. Но вообще-то их всех я у дверей стояла, когда они родились. Все племянники? Да. Потому что муж всегда в Москве. Она одна дома бывает. Чуть ли что, она мне звонит, я сразу побегу. Эту зайку сбила машина. Ой, господи. Кусается. Пушистый. А, смотри. Надо. Тут живет папа с мамой, это папа с мамой тут живут с братом. Мы тоже тут жили с сестрой. Ну, так получилось, что я в городе устроилась на работу, и сестра уехала, квартиру купила, и мы отсюда переехали. Ну, как бы не переехали, но мне там надо работать, она там работает, тут работает, так вот, чтобы не ездить. Мы и там, и тут как бы. И это наш дом, и там наш дом.
выросла и родилась я тут, в этом доме. Ну, не в этом доме, но тут был у нас дом до войны. Дом как разрушили, мы тут другой дом построили. Вообще-то я тут родилась и живу. Вот у нас воинская часть. Вон там наверху, видите? Почтальоном я точно не мечтала быть. Но я там хотела быть моделью, как бы у меня мечта была. Потом я как бы написала, был какой-то сайт, я написала, а там был возраст ограничен. И потом еще какое-то время пошло, опять я в сайт зашла и туда тоже написала, и фотки отправляла, но ответа так и не получила. Ты до сих пор мечтаешь быть моделью? Но я бы и сейчас пошла бы моделью, почему бы нет? У вас тут вертолеты летают? Да. У нас тут все летает. Я устроилась на работу где-то в 2011 году в мае месяце. Ну, я вышла, думаю, если понравится, поработаю, если нет, то уволюсь. Там насильно никто не заставит. Я вышла, но было такое, что месяца там полтора где-то я людей не знала, никого не знала. Это было после войны, кто-то уезжал, потом другие люди приезжали с других районов. Там, в первую очередь я в администрацию ходила, потом в сельсовет ходила, чтобы узнать, кто где живет, по какому адресу мне объясняли. Потом уже я сама стала уже самостоятельно ходить везде там. Потом еще 3 села, там Зоны, Варанды, Сюжи, это тоже мои участки. И туда начала ездить. Вот так вот привыкла, потом уже думаю, да буду работать. Так и осталось. Я даже не заметила, как эти 9 лет пролетело. Мне надо это все на журнал, без ошибок, списать. А так вот я целый день не успею же все там четко все сделать. И потом я на этот журнал все переписываю вечером. Еще раз? Да. Потому что и для себя еще на этот журнал переписываю, номера. Если вдруг спросит какая-то, ну, штрих-код, если не спросит какое-то письмо, я между того, что тут посмотреть, я открою и по номерам посмотрю и сразу нахожу. Так удобнее. Это я для себя так сделала. В основном у нас приставы, мировой суд, райсуд, прокуратура. Это все срочное. Это все надо раздавать. Это не с города обычно бывает, это местные райсуды, там мировые судьи, прокуратура. Это надо срочно все отдать. Это у нас каждый день. Это мой сын. Маленький когда. А это мой папа. Вон та племяшка. А сына маленького вы долго видели? Когда я уходила, ему было 2 года, 4 месяца. Мы потом расстались. Потом я его увидела в 1 классе. И сейчас он каждый день приходит. Не знаю, сегодня придет или нет. У меня в 2001 году родился первый сын. Он у меня умер через неделю. Это было в Ингушетии. Потом в 2003 году у меня родился второй сын. Ему сейчас 16 лет. Потом в 2005 году я пришла, но с животом. И я родила сына, он тоже у меня умер. Мне не давали видеться с сыном. Мы и в суд подавали. Но они говорили, что да, мы дадим видеться какое-то время. Потом уже, когда наступало это время, и я ходила за сыном, они или его куда-то прятали, или куда-то отправляли, но мы не виделись с ним. И вот так каждый раз было, и я так перестала, думаю, может, время пройдет, он начнет в школу ходить, я все равно с ним видеться буду. И так я перестала туда ходить постоянно, их выпрашивать его. И вот время прошло, он в 1 класс пошел, и я стала с ним видеться, я в школу ходила, покупала что-то. И так мы стали видеться. Я оттуда пришла еще в положении. Я по-любому думала, что этот ребенок будет жить, и мне как бы надо было его вырастить. Но потом уже как бы ребенка не стало. Потом я думаю, жить-то надо как-то. По-любому от кого-то зависеть я не могу. Ну так дальше я и стала работать. Но не сломалась, я не знаю, может, как бы не сдалась я. Но этому я рада.
Твой случай типичен для чеченки, чтобы взять так, уйти из дома и развестись с мужем? Да, сейчас да. В то время это было очень даже странно. И в то время не так уже разводились, разводы были не так уж. А сейчас вот по-другому уже стали на все это смотреть. Сейчас уже по-другому все, не как раньше. Сейчас до 18 лет не выдают. Даже если выйдет девушка замуж, они могут там какое-то дело уголовное завести. Но им по-любому, даже раньше было крали девушек. Этот закон уже давно уже прекратили этого делать, потому что боятся штраф платить. Там говорят, если девушку украл, то еще 1 миллион надо платить. А сейчас не хотят платить. Сейчас не крадут девушек. В каблуках тебе как бы это поддержка бывает. А когда я в каблуке, я хожу стройно. А когда я без каблуков, я как сутулая бабка, езжу неуверенная в себе. После того, как я ушла от мужа, я начала краситься. В первую очередь для себя. Я же в первую очередь в зеркало смотрю. Это мне важно для себя, чтобы я красиво выглядела. Потом уже важно, чтобы люди меня видели как бы, не знаю, красивой, там, одетой. Хорошая девочка, да, очень ответственная, добросовестная. Я просто в зеркало смотрела, я одевалась, смотрела, что мне подходит, что мне не подходит. А то, что в журнале, это для них так подходит. А то, что я одеваю, мне подходит. Мне нравится мусульманская мода, если она соответствует все, и платок, и там обувь, одежда, там все подходит, если. И если бы я носила хиджаб, я бы хотела, чтобы это соответствовало и было бы как бы красиво выглядело. Вот так бы я носила бы. Наверное, козёл может дать. Хоть кто-то тебя увидит. Ходить покрытым – это сунна. Это хорошо, если женщина ходит покрытой. Сунна – это как бы обязанность перед Аллахом. И это как молитва 5 раз в день – это тоже сунна. Ходить покрыто – это тоже сунна. Вот никто никого не заставляет. Это должно как бы идти от души. Сейчас многие носят, многие одевают хиджабы, но потом я смотрю, уже меняют стиль, потом снимают. Сейчас это, как бы, мне кажется, пошло как реклама. Приглашение? Ну, Шатойский районный суд Чеченской Республики написано здесь. Угу. Но она, как мне разъяснила, в качестве присяжного меня туда зовут. Приглашают. Согласитесь? Посмотрю. Люди вообще радуются, когда ты приходишь? Но я бы не сказала, что они все радуются. Но когда они меня видят, они говорят, что ты принесла? Я говорю, я знаю, что вы мне не рады. Я тоже не рада сюда прийти, но надо так. Вот. Но если кому-то через суд у кого-то какие-то дела, там судебное что-то там они там разбирают, они знают, что я приду. Вот поэтому не радуются. А то, что кому-то что-то должно, посылка маленькая, бандерольчик, там что-то такое, или там картинки что-то заказывают, а они уже ждут, пока я приду. Это манты. Сейчас еще галушки варятся с начинкой, с черемшой. Не знаю, может, вы и не пробовали. Я подрабатываю на другой работе, потому что за 10 тысяч вообще нереально там и на дорогу тратиться там. Мне и обувь надо покупать там в месяц несколько раз, косметику, еще там на дорогу, покушать, обед, все это обязательно надо подрабатывать. Но я целый день работаю, и я еду в город, чтобы ночью смену кого-то заменить там или там поработать, чтобы карманные расходы у меня были какие-то, в кармане денег было. Кем ты работаешь? Поваром в Рояль Бургере.
Ну, работа легкая не бывает, но для меня это удовольствие. Если эта работа денег делает, то это удовольствие. Сегодня почтовой машины Мадины будем мы, потому что транспорта у почты нет, а ей нужно в 2 отдаленных села. Обычно она либо берет такси за свои деньги, либо ловит попутки, но сегодня мы ей поможем. 3 села, зоны отсюда до зоны где-то километров 3, по-моему. А есть Варанды, отсюда тоже самое, наверное, 3 километра. И где-то километров оттуда называется село Сюжи. Это да, в горы. Ну, я у кого-то попрошу, там, неделю 1 раз попрошу, чтобы меня отвезли. Или если что, никого не будет, то я могу там такси взять, поехать. У знакомых попрошу. А так вот пешком туда добираться это уже нереально. Тут же много людей не живет. Это вообще даже такая женщина и не прописана тут. А многие уехали, да, отсюда? Да, Ну, скажем так, после процесс. войны. И не вернулись. Не вернулись, да, просто после войны. Они не то, что уехали, но... Я помню и Первую войну, я помню, и Вторую войну. Помню я, но я через 4 месяца, как война началась, уехала. После войны вернулась сюда. Я просто помню, когда мы вернулись, все там обломки, разрушения, там мало людей, вот это. А в Первую войну, да, было страшно. И в Первую войну мне было где-то 10 лет. Но когда мы в таком маленьком подвальчике, там можно было метр на метр, помещались человек 20. Я не знаю, как мы там помещались. И мы и там и засыпали, и просыпались там, и сутками могли там быть, потому что выходить невозможно было. Я помню, когда уже бомбежка прекращалась, взрослые выбегали, быстро там лепешки что-то сделают, и с луком там лепешки ели, и то так сладко было все. После войны тут было полное разрушение. Видите, вот дома, вот стандартные дома, которые есть, вот, которые Датский совет построил нам. Дома построили, так, мечеть нам государство сделало, администрация сделала, школу починили, спортзал сделали, хотя маленький, но есть. А дома? Дома вот за счет компенсации некоторых восстановили. Тут работать сложно, тут зарабатывать сложно, жить сложно, поэтому люди как уехали, где им как бы легче жить, там и остались. Они же сравнивают жизнь тут как и жизнь там, вот и не приезжают. Как бы они знают, что когда вернутся, у них там есть своя территория, свой дом, но они пока что, у них нет желания, наверное, вернуться, потому что тут тяжело зарабатывать. А обычно двор открыт? Но когда они дома, то открыто, так вот нет. У них муж тоже где-то в Шатуе работает, жена Цазаэни где-то работает. Ну, раньше у нас были почтовые ящики, раньше. Сейчас что-то их нету. Но есть люди, которые возмущаются, даже если письмо простое, под дверь положишь, они потом возмущаются. Ящики когда пропали? После войны? Или? После войны, да. Когда они начали уже новые дома все строить, после войны все уже дома новые, вот после этого ящиков нет. А так вот были, за каждым заборчиком ящик висел. А сейчас такого нету. Баранину вчера не нашел. Да говядину взял и крылышки куриные. Но папа всегда хочет встретить гостей с шашлыком. Это как бы ему нравится с шашлыком встретить. Если человек пришел, надо встретить его, как полагается. Но он вообще-то гостеприимный человек. Но папа с мамой, они любят людей, они как бы переживают, если с кем-то что-то случится. Ну, они такие добродушные люди сами по себе. И мы тоже по их стопам пошли.
У нас все сгорело дом. Все сгорело. Когда война кончилась, нам компенсации дали. За эту компенсацию мы это строили. Но теперь уже возможности нет, не достроили еще. Надо недоделки делать. Ну, слава Богу, вот свои эти. А вы где жили тогда, раз здесь дом Вот в этом доме 4 лет мы Вот там сарайчик? сарае мы жили. И все это время у меня 6 детей было, маленькие были. Вот чувствую бесжадные. Еще не уйдется. Войну мы таки уезжали. Первую войну, вторую войну мы здесь остались. Я вообще никуда не уезжал. Когда сожгли там за этим сараем, там погреб есть. В этом погребе жил. Потом в этот дом переселился, там сам крышу сделал. Первую войну тут вообще ковровая шла бомба. Предупреждали, нет? Какое там предупреждали? Самолеты оттуда резко появлялись. Бомбанут, летали. Если заранее слышишь звук, то еще успевал где-нибудь укрыться. Мне жалко то время, которое я просто прожила, как бы отрезанная от мира, от всего. Вот я всегда жалела вот эти свои годы, которые я просто зря потратила. Ты своей племяннице будешь рассказывать, что важно быть красивой? Когда я прихожу туда, старшая сразу говорит, можно помаду накраситься помадой, можно там тушью накраситься. Зять говорит, ей нельзя красить, не надо ее учить. Я говорю, можно ее учить. Пускай знает, что девушка с самого детства, пускай учится, говорю, быть красивой. Неважно, маленькая она или там взрослая она. Девушка должна знать, что с самого детства она должна быть красивой. У тебя есть какая-то мечта большая? Ну, купить платье, это у меня желание всегда бывает. Я всегда хочу покупать платье. А большая какая-нибудь мечта, свой дом, не знаю, квартира? Ну, естественно, у каждой женщины есть своя мечта, иметь свой дом, свою работу. И есть мечта машину купить. Пока мечты не сбываются, не знаю почему. Но я надеюсь, что это все будет. Главное, что живы, здоровые, семья в целости, сохранности, алхамдулилла, все хорошо. Ни в чем не нуждаюсь. Самое главное, до этих лет я дожила здоровая. Это самое главное. У меня сын растет. Если что у меня не будет, он мне даст то, что не было у меня.